В Москве в Русском географическом обществе прошла презентация проекта «Покорители холода», который недавно завершился в Якутии. 4 блогера и журналиста из Москвы и Петербурга в сопровождении наставников провели почти 2 недели в поисках самых низких температур в Аймяконском и Верхоянском улусах. Этот первый тестовый старт закончился, и теперь участники эксперимента решили подвести итоги. Чем Якутия покорила экстремалов, узнавал наш корреспондент в Москве Максим Кардозу. Наталья Белякова, участница экспедиции, на такую минусовую авантюру отважилась, не раздумывая. Она называет себя и коллег по проекту охотниками за холодом. И холода увидела и прочувствовала сполна. Правда, отмечает, что главные эмоции от этого путешествия оставил не мороз. Для меня самые яркие эмоции – это были люди, которые нам встречались в течение экспедиции. Это были коренные народы, да, Якутии. И более теплого, такого вовлеченного отношения к экспедиции. Да. Мы за экспедицией следила абсолютно вся республика. Да. То есть дальнобойщики передавали нам температуры, которых они говорят там, вот в Верхоянском районе. Вот мы были в бассейне, да, реки Нальгисе. Вот. Но вот там, вот если немножко проехать по прямой, такого вовлечения на самом деле очень редко встречается, оно совершенно искренне. Идея подобного челленджа поиска самых холодных точек в Якутии появилась еще 20 лет назад. И вот сегодня ее удалось реализовать. Подготовка к первой экспедиции шла год, прокладывались маршруты, шилась экипировка, согласовывались меры безопасности. Можно смело сказать, эксперимент получился, но от работы над ошибками никто не отказывается. Много там чего есть исправлять. И способы замера температуры, и способы заброски туристов, и питание, и экипировку. То есть по всем элементам, то, что у нас проходило в этой экспедиции, мы имеем уже свою полезную информацию, что можно улучшить. Это, конечно, дополнительная страница к тому имиджу, который у республики сегодня складывается положительному. И это развитие, безусловно, туризма внутреннего у нас в республике. Сюда, вы знаете, кроме Аймяконского района, сегодня подключился и Верхоянский. А это значит расширение географии туристических возможных маршрутов. Минимальная температура, которую удалось зафиксировать, это минус 52 градуса. Такой результат немного расстроил участников. Многие хотели прочувствовать и минус 60, а то и минус 70, но организаторы уверены, все впереди. И у следующих участников проекта будет возможность покорить холод. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.